что маркировка товаров будет полезна для производителей. Компании смогут проанализировать путь продукта до прилавка и спрос в конкретном регионе. Основной вопрос, затронутый в повестке сегодняшнего совещания, касается обязательной маркировки некоторых товаров с декабря этого года. До настоящего времени такая система работала в стране в экспериментальном формате. Специальные штрих-коды были нанесены на меховые изделия, лекарства, алкоголь и табачную продукцию. Начиная с 2019 года уже действует такая же маркировка по обуви. Будет действовать по таким товарам, как одежда, верхняя одежда для мужчин, верхняя одежда для женщин, парфюмерно-косметическая продукция, шины, обувь, ну и так далее. То есть в конечном итоге к 2024 году планируется, что вся продукция, которая реализуется на рынке, то есть это и пищевая продукция, и не пищевая продукция, будет маркирована соответствующим образом. Сам переход на систему маркировки будет поэтапным. Уже сейчас предпринимателям необходимо зарегистрироваться в системе под названием «Честный знак» и начать маркировать продукцию определенным штрих-кодом. Оборот немаркированных товаров строго запрещен. Карается вплоть до уголовного наказания и конфискации, если предприниматели вовремя не ознакомятся с нововведениями. До 500 тысяч – это просто административное наказание, а больше 500 тысяч, если будет конфискат, у них товар будет, это уже уголовное дело. Я бы хотел просто обратиться к нашим предпринимателям, чтобы они понимали, что это необходимость. Если сегодня, завтра, послезавтра даже у них это все пока проходит, но в любое время могут прийти надзирательные органы, которые проверят это все, и у них могут появиться большие проблемы, потому что это узаконено, это должно быть, это и распоряжение правительства Российской Федерации. Вбив штрих-код в специальный информационный ресурс, любой потребитель может узнать производителя, срок годности и другие данные о покупке, что значительно снизит продажу фальсифицированной продукции и обеспечит качество товара. С этим согласны многие из представителей малого и среднего бизнеса, присутствующие на сегодняшней встрече. Амирхана Олегова можно по праву назвать одним из первых предпринимателей в регионе. Он выпускает колбасные изделия под брендом «Олеговский» с 1993 года. Мне кажется, производство товаров и продовольственных товаров, и таких товаров, ну, вот он конкретно говорит, там шубы, одежда, обувь, это тоже приведет к улучшению качества продуктов. Мне кажется, так будет обязательно. Согласно федеральному закону, до 2025 года маркировку распространят на ювелирную, пищевую, легковую, авиационную, топливную, химическую и даже электронную продукцию. Ну а в планах управления Роспотребнадзора на следующий год усилить работу в этом направлении. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.